От комментария или поста в глобальной сети до уголовного дела. Так называли первые наказания в России об интернет-экстремизме. Зачастую призыв к радикализму может повлечь за собой самое строгое наказание. И не имеет значения, знал ли пользователь или нет о том, что его слова могут попасть под статью. Мы должны понимать, что личная неприязнь к лицу, это оно у нас выражается в личных отношениях, да, друг с другом. Если друг другу мы начинаем писать сообщения там, оскорбительного характера, то это уже совсем другое направление, а общая публичность, в основном, оно есть и грань, это публичность, где, когда уже начинается друг друга общаться и писать сообщения с содержанием экстремистского направления друг другу, и это видят другие участники этих групп или пользователи в социальных сетях, то оно уже автоматически попадает под статью и является публичностью. Вот это есть основной признак привлечения лица к уголовной ответственности. Экстремизм в виртуальном пространстве, как и в реальной жизни, подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. Это тот случай, когда не только поддерживаются экстремистские идеи, но и публично призывают к действиям. У нас самое более, которое у нас встречается с вербовками, это является 205 прим. 2, 205 прим. 1. 205 прим. 1 статья – это статья содействия террористической деятельности. Оно предусматривает лишение свободы от 10 лет до 20 лет. 208 статья – это тоже участие в незаконных вооруженных формированиях, тяжкая статья, и за это тоже статью можно получить от 8 лет до 15 лет. Процессы информатизации сильно повлияли на изменение общества. Вместе с этим отмечен ускоренный рост экстремизма в сети, а противодействовать ему нелегко. Особенно подверженным ему оказалась молодежь, которая использует технологии. Не дремлят и те, кто вербует молодых в ряды экстремистов. Вербовщики переходят на личные страницы потенциальных жертв, и на личных страницах ознакомливаются, проводят глубокий анализ этих страниц. В основном у нас на Кавказе это приветствуется только тематика, религиозная тематика. Далее, после анализа, проведения хорошего анализа этих страниц, вербовщики начинают обращаться лично, переписку, вступают в переписку, и потихоньку в ходе переписки смотрят, насколько сильно человек привязан к религии и какими методами его можно завербовать. И далее, после уже общения, там может быть достигать от месяца до года, и уже человек уже бывает готов к совершению каких-то террористических или экстремистских действий. Еще предостережение звучит и для тех, кто переводит денежные средства на незнакомые банковские счета. Есть немало случаев, когда человек пересылает деньги по просьбе родственников по чужим реквизитам. В этом случае действия гражданина могут быть признаны как содействие экстремистским сообществам. У нас была такая гражданка, у нее братья двоюродные находились за пределами Российской Федерации, и они вышли на связь со своей сестрой и попросили оказать денежное содействие, помочь им, так как у них там материальное плохое положение. И скинула номер карты лица, которое находится на территории Сирийской Арабской Республики, номер счета. В итоге оказалось, что данный счет был признан экстремистским счетом, признан террористическим судом. И перечислены все лица, которые перечисляли на данный счет денежные средства, попадали под уже уголовную ответственность 205 прим. 1 содействие финансированию террористической деятельности. В данном ситуации желательно, если вам неизвестно или кто-то просят вас перевести денежные средства, помочь им, хотелось бы попросить такие переводы не совершать, так как вы, не понимая, что оказываете помощь членам незаконного вооруженного формирования, автоматически попадаете под уголовную ответственность. Богословы продолжают неустанно повторять, что религия и экстремизм ничего общего не имеют. Это зло и его крайнее проявление терроризм несут только разруху и гибель. А ислам призывает к созиданию и по праву называется религией мира. هذا شنو عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى العصبية تخور واتشو العصبية فيها خلدا هذا إرسمت يالش فاناتيزم ألشو تاق إز تخور واتشو شو عم تبيه جوا سك إز حمدية جوا سك إز حم خيكت جوا سك تاق خستا عند بوسم لها خير متوسر يمارشنا خير متسر نويتو تيروريزم أولي إكستريميزم أولي از بوسم لنو ساق أورو قابل دجداس تاق خستا عند بي مسخانة بوسم لنو خيك بجبر ما شرب ده القرآن شو ميل دوست دوج دو قرآن
سورة تدعوج بسم الله الرحمن الرحيم أخش بسم الله ديال صرزان الرحمن أخيت موش الرحيم قانداش قيمة شيء يوز شيء بس بوسم داخل قست أخيت ببوجوج يعني أشت أخيت ما هذا مسخن حق واخجر. От интернета столько же вреда, сколько и пользы. Однако каждый пользователь должен знать, что есть разница между свободой слова и экстремизмом. И не стоит делиться радикальными убеждениями и принципами в социальных сетях. И обычное, на первый взгляд, выражение своих жизненных позиций может стать ущемлением прав других людей, а следовательно понести за собой наказание за нарушение закона. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Ахмед Горбаков. Новости 24.